Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами второй очереди застройки города Аркадак. Президент Туркменистана примет участие в заседании Совета глав стран СНГ в Москве. В Туркменистане почтили память жертв Ашхабадского землетрясения и другие новости. 5 октября президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности. На повестке дня были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь-сентябрь текущего года. Вопросы обеспечения безопасности и мира в стране, а также укрепления материально-технической базы силовых структур. 6 октября в Туркменистане отметили День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и героев, павших на полях сражений всех войн. В траурной церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Память народа» принял участие президент Сердар Бердымухамедов. 7 октября начался двухдневный рабочий визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию с целью участия в заседании Совета глав стран Содружества независимых государств, проводимом в Москве. Участие главы Туркменистана в предстоящем 8 октября заседании Совета глав государств СНГ – очередное наглядное подтверждение приверженности страны равноправному конструктивному диалогу в формате содружества, отмечает Госинформагентство Туркменистана. 8 октября национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с проектами зданий, запланированных в рамках второго этапа застройки города. В ходе визита он заслушал информацию об их декоративных особенностях и провел рабочее совещание с участием соответствующих руководителей. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об освобождении Нурберды Чопанова от должности хакима города Дашогуз Дашогузского вилаята. Причиной отставки стало несоответствие занимаемой должности и невыполнение возложенных обязанностей. На его место назначен Нурназар Хандурдыев, который теперь будет исполнять обязанности хакима города Дашогуз. 7 октября российский лидер отметил день рождения. С 72-летием Владимира Путина поздравили президент Сердар Бердымухамедов и председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов. Президент России Владимир Путин 11 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом по приглашению президента Сердара Бердымухамедова. В рамках визита Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Ифраги. Делегация Туркменистана приглашена на очередное заседание Международного валютного фонда, где будут обсуждаться ключевые вопросы экологии, концепции смарт-сити и инвестиции в медицинские и сельскохозяйственные кластеры. Подготовительная работа уже начата согласно подписанному президентом Туркменистана документу. В Турции обнаружена тревожная тенденция в сфере туризма. Некоторые туристические агентства предлагают экскурсии по несуществующим достопримечательностям. Недобросовестные операторы привлекают клиентов низкими ценами, но вместо посещения реальных исторических мест водят туристов по поддельным локациям. Например, вместо знаменитого каньона Ихлара группы оказываются в похожих, но не имеющих исторической ценности местах. Город Гёреме, популярная достопримечательность Каппадокия, показывается только издалека. Встречаются случаи, когда обычные склады выдаются за древние подземные города. Группа американских ученых представила результаты исследования, согласно которым стремительный рост средней продолжительности жизни, наблюдавшийся в последние 2 столетия, может значительно замедлиться. Исследователи из Университета штата Иллинойс в Чикаго предполагают, что человечество подошло к биологическим границам своего долголетия. Футбольный клуб «Аркадак» под руководством главного тренера Владимира Байрамова второй год подряд досрочно завоевал звание чемпиона Туркменистана. В понедельник команда, представляющая одноименный город государственного значения, за 5 туров до окончания национального первенства одержала убедительную победу над балканабадским Небичи со счетом 5-1. Благодаря этой победе Аркадак оторвался от ближайшего преследователя Ахала на недосягаемые 23 очка, обеспечив себе чемпионский титул. В сентябре спортсмены сборной Туркменистана по ушу саньда завоевали в общей сложности 8 медалей различного достоинства на 2 крупных международных соревнованиях. На 9-м чемпионате мира по ушу саньда среди юношей главным триумфатором турнира стал Кервен Мухаммедовезов, завоевавший золотую медаль в весовой категории 75 килограммов.
Бронзовые награды в копилку сборной Туркменистана добавили Ахмед и Эзис Мухамедовы и Курбангельды Бердыев. Юные спортсмены из Туркменистана продемонстрировали впечатляющие результаты на третьем азиатском юниорском турнире по теннису, который завершился в Дохе. Туркменские теннисисты заняли весь пьедестал почета как в мужских, так и в женских соревнованиях среди игроков не старше 14 лет. В мужском одиночном разряде первенствовал 12-летний Али Гельдыев, а в женском турнире первое место заняла 14-летняя Илима Гусейнова. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.